Для меня интересно, вот вы являетесь либералами, демократами, что для вас важнее, ресурсы или жизнь десятков народов? Yeah. I'm asking you as liberals, Democrats, what do you value more, resources or lives of millions of people? Вы боитесь потерять возможность в тепле сидеть зимой, чтобы у вас было тепло, газ был, а мы исчезаем. Вы поймите это. You're afraid of getting cold during the winter because gas shortage, and we are afraid of extinction. Just get that. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, я вам скажу так, что, допустим, башкиры, 1/3 башкир, это 1,5 миллиона народа, не знает на сегодняшний день своего родного языка и считает свой родной язык русский. Yeah, for you to make a picture, 1/3 of Bashkir people don't speak their native language, and they believe that Russian is their native language. Чтобы вы понимали представление масштаба ассимиляции этих процессов, 5 из 5 миллионов татар Российской Федерации, 1 миллион не знает своего языка. 1 million of people, they don't know their mother tongue. Мы исчезаем, над нами проходит ассимиляционный лингвоцид. Мы называем лингвоцид, когда идет уничтожение нашего языка. We call it linguicide when the destruction of our language is taking place. Помимо этого, мы теряем в численности. Допустим, за перепись между 2002 и 2010 годом нас башкир стало на 80, почти на 90 тысяч стало меньше. Yeah, so our population is also decreasing. Between 2002 and 2010, almost 90,000 people less were listed during the population register. Наших лидеров, национальных лидеров сажают в тюрьмы. Айрат Дилмухаметов, один из лидеров башкирского национального движения, сейчас сидит, ему дали 9 лет только за то, что он говорил о федерализме. Our leaders are being imprisoned. One of them, Ayrat Dilmukhamedov, is being imprisoned for 9 years just for talking about federalism. У нас нет политических партий, которые бы на республиканских или региональных политических партий, чтобы отстаивали свои интересы перед Москвой. Их просто запретили. We have no political party that would have stand for our interests. They were abandoned and prohibited. Нам насаждают из Москвы глав. Мы не сами выбираем, нам их ставят. Our heads are being appointed in Moscow. It's not the people that we choose to rule in our territories. Поэтому, когда люди в Европе боятся слова национализм или национальное какое-то движение, для нас вы должны понять, что это слово созвучно с патриотизмом. So when people in Europe are afraid of the word nationalism, you need to understand that for us it sounds like patriotism. Иначе, по-другому, мы просто исчезнем, и вы должны нас понимать, что мы боремся за свое выживание. Otherwise we will disappear, and you need to understand that we are fighting for our survival. Также я хотел добавить, что по поводу, когда говорили о ресурсах, о том, что Европа переживает, с кем она будет торговать ресурсами и так далее. Я хочу сказать, что все эти ресурсы, о которых вы говорите, газ, нефть, золото, медь, цинк и так далее, все это находится в наших республиках национальных. Это у нас все. И Москва выкачивает из нас, торгуя с вами, отнимая у нас. So when we were talking about the fear of trading the resources, with whom will Europeans trade the resources in the future if Russia disappears, it is important to understand that all the resources, all zinc and so forth are located in our states, in our regions, and Moscow is just draining us of these resources. В Москве вообще нет никаких ресурсов. Она живет за счет нас, и мы
будучи независимыми свободными государствами, мы могли бы с вами напрямую торговать, минуя вот эту прокладку под названием Москва. So Moscow basically has no resources, and we as independent states could be trading directly without this part as in an unimportant part called Moscow.